Добрый день. Меня зовут Роман Юрьевич Нечаев. Я научный сотрудник отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Сегодня мы с вами поговорим о серебряных рублях. Коллекция серебряных рублей нашего музея начала складываться с 1977 года. В настоящее время она насчитывает 58 единиц хранения. Монеты продали или передали в дар в фонды музея частные коллекционеры и обычные люди, жители городов Риддера, Усть-Каменогорска, а также различных сел и поселков Восточно-Казахстанской области. Более 2500 лет назад в качестве платы за товары и услуги люди стали использовать деньги. Они были разной формы и веса, назывались по-разному и изготавливались из драгоценных металлов. Но если золотые монеты были только у богатых, серебряные получили более широкое распространение. Самой старой денежной единицей России считается серебряный рубль. Первая серебряная монета рубль была изготовлена вторым царем династии Романовых, Алексеем Михайловичем, в 1654 году. Она выглядела следующим образом. На реверсе, оборотной стороне монеты, был изображен герб государства, орел в картуше-квадрате, украшенный причудливым орнаментом. Год выпуска монеты написан еще не цифрами, а буквами кириллицы. Лето 7162, то есть с начала летоисчисления от сотворения мира, а от Рождества Христова 1654 год. Внизу надпись «Рубль». На аверсе, лицевой стороне монеты, царь-всадник на скачущем коне. Скорее всего, это сам Алексей Михайлович Романов, который держит в руке скипетр. Еще эту монету нумизматы называют «царь в шубе», так как всадник одет в меховую накидку и шапку. Последующие правители России продолжили чеканку серебряных рублей. В нашей коллекции есть монеты Петра I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Царская Россия прекратила свое существование после февраля 1917 года, лишь на несколько лет пережив серебряный рубль, бывший когда-то основной денежной единицей империи. В связи с войной стали исчезать золотые и серебряные монеты. В 1915 году на монетном дворе тиражом в 600 экземпляров отпечатали последние рубли из серебра. После начали выпускать только бумажные деньги. Из-за большого их количества в стране была сильная инфляция. Этот процесс уже было не остановить. В 1921 году новая советская власть опять взялась за чеканку серебряных монет. Естественно, что они были уже с гербом РСФСР. Хотя их и отчеканили в 1921-1922 годах, в обращение выпустили только в 1924 году. Тогда же стали выпускать и рубли Советского Союза из серебра. Новая власть сменила надписи и изображения на своих деньгах, но позаимствовала их размер и вес от монет царской России. Так как серебряные рубли использовались в повседневной жизни в качестве платежного средства на протяжении многих десятилетий, переходя из рук в руки, то большинство монет, хранящихся в фондах музея, находится в плохом состоянии. За давностью лет они имеют бытовое загрязнение, царапины, потертости, гурт сплющен или сколот, металл сильно потемнел. Иногда изображения и надписи на монетах совсем стерлись от времени. В некоторых с краю проделаны сквозные круглые отверстия. Последнее обстоятельство объясняется тем, что серебряные рубли очень часто использовались людьми различных национальностей в качестве самодельного украшения,
о чем свидетельствуют сопроводительные легенды предметов. Вот что рассказал Федор Сергеевич Сорокин про рубль с отверстием, найденный им в 1968 году в сундуке своей бабушки Галины Николаевны, 1896 года рождения, уроженки и жительницы города Уфа. Со слов бабушки, в рубле были сделаны отверстия, и он использовался как украшение к башкирскому национальному костюму. В несколько монет продевалась веревка, и все это вешалось на шею. Бабушка тоже носила это украшение с национальным костюмом примерно до 1950-х годов. А Татьяна Владимировна Вахитова сообщила про другой серебряный рубль с отверстием, доставшийся ей от отца, что монета использовалась в качестве накосного украшения у казахов. О таком накосном украшении, называвшемся по-казахски «шалпы», наглядное представление дает экспонат из фондов музея-заповедника, приобретенный в 2001 году в художественном салоне музея имени семьи Невзоровых города Семипалатинска. Накосное украшение состоит из 3 основных деталей и 4 монет в качестве подвесок. Из 4 монет подвесок серебряным рублем является только одна. Учитывая высокую стоимость данной монеты, лишь богатые люди могли позволить себе использовать ее для создания ювелирных украшений. Поэтому можно представить себе степень материального достатка человека, для которого был изготовлен азербайджанский женский пояс «Кемер» конца 19 столетия, хранящийся в коллекции музея-заповедника. Данный пояс представляет собой кожаную основу, на которой расположено 14 серебряных монет XIX века достоинством в 1 рубль каждая. В настоящее время монеты потерты, загрязнены и утратили нумизматическую ценность в результате термической обработки в процессе пайки. Кроме того, 2 монеты утрачены, изначально их было 16. Тем не менее, азербайджанский пояс является настоящим шедевром декоративно-прикладного искусства и наглядным примером использования старинных серебряных монет как элементов для создания традиционных народных украшений. К сожалению, в коллекции нумизматики нашего музея существуют пробелы. Возможно, в дальнейшем они будут закрыты, и коллекция станет более полной, адекватно отражая сложную и противоречивую историю нумизматики. Спасибо за внимание.